Движение – это жизнь. Эти слова мы помним с самого детства. И это действительно так. Сегодня сложно представить жизнь современного человека без физической активности. Ну а как приятно, когда физическую нагрузку можно совместить с прекрасным времяпрепровождением. Ну а самое главное, еще ведь можно получить позитивные эмоции и прекрасное настроение. И это сегодня мы испытаем на себе. Испытано на себе. Сегодня мы находимся в прокате электротранспорта «Мегадрифт». И рядом со мной находится инструктор Данилов Павел. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Ну что, дорогие друзья, конечно, вещь-то интересная, но сразу необходимо отметить, что мы в первую очередь за безопасность. Да, за безопасность прежде всего. Это не развлечение в первую очередь, да, это серьезная тема, да, и вот обо всем по порядку. Расскажите немного о том, на чем сегодня могут прокатиться желающие, кто решит посетить Мегадрифт, наш сервис. У нас получается, что мы можем покататься на картах, мы можем покататься на моноколесах, при том, что они у нас различные. Мы можем покататься на электролыжах, ну, также их называют электророликовые коньки W Segway первой версии. Вот. С чего лучше начать для тех, кто, допустим, далек от мира спорта, либо, в принципе, для детей, ну, допустим, среднего звена? Ну, если касаемо просто прийти и покататься один член, то это у нас машинки, картинг. Вам дают водный инструктаж, как рулить, как нажимать педали. В общем, дети с 4 лет понимают, ну, и свободно катаются. У нас машинки есть. Те, которые пошустрее, есть, которые чуть-чуть помедленнее, вот, то есть на выбор там родителя. При том, что машинки у нас выдерживают вес 120 килограмм, и то есть и сам родитель с ребенком может тоже покататься. То есть вроде бы маленькая машинка, мы о ней поговорим чуть позже, но 120 килограмм спокойно вывезет. Запросто. Хорошо, посложнее, следующий этап будет посложнее, это? Это у нас роликовые коньки Segway W1. Это что-то типа гироскутера, но это не гироскутер, а там две педали, они в разные стороны едут. Там очень важно удержать ноги вместе и не разъехаться, как Ван Дам в этом. Об этом тоже поговорим чуть позже, да? Ну и самая такая интересная вещь, с которой, в принципе, можно, да, так на достаточно долгом времени справляться, ну вот глядя на мальчика сейчас, да, это моноколесо. Да, моноколесо. Моноколесо у нас занятия с 10 до 12 бесплатно, мы обучаем всех от мала до велика. Вот, в кадры попадет мальчик, зовут Арылхан, он у нас занимается 2-й месяц, уже владел моноколесом довольно-таки хорошо. Он уже считается опытным райдером в мире моноколес, он даже почти задом умеет ездить, учит правила дорожного движения. Но для того, чтобы научиться на нем ездить, сперва надо попробовать себя, накачать ножки. Самое сложное – это научиться механике движения вот на этом электротранспорте, потому что там физика новая и не совсем привычно. Там движение начинается так же, как и ходьба, то есть вы роняете голову и переставляете ногу, да, но там не надо ногу двигать, там надо, чтобы она стояла. То есть все очень так необычно интересно. Вот вы уже сказали о том, что с непривычки, да, возможно, организм ваш будет долго воспринимать, в частности, вестибулярный аппарат, да, вот что-то новое, потому что действительно только кажется со стороны, что встал и поехал, на самом деле нет. Все верно. На самом-то деле у каждого вот это умение, этот навык, он развивается по-разному. Кто-то может за час научиться, кто-то за 3, а кому-то надо 2-3 недели, допустим. Ничего страшного, занятия бесплатные, то есть мы доводим людей до того момента, что он может встать и безопасно ездить по дорогам, по тротуарам, то есть мы занимаемся тут изучением правил дорожного движения. Это обязательно у нас вообще упражнения, занятия состоят из трех блоков. Первый блок – это у нас ПДД, потом теория и потом практика. Вот все серьезно, все как у больших людей, правильно? Ну,
Да, мы же готовим людей на выход на улицу, мы не готовим там каких-то лихачей. Да, мы да, да, готовим чтобы они ответственных. потом, да, разбивались, головы себе, руки, ноги, да. Поэтому изучение правил дорожного движения здесь первостепенно. Но, конечно, сегодня я в рамках нашего проекта «Испытано на себе» изучать правила дорожного движения не буду. Но мы вам верим, у вас видно по глазам. Честная дамочка, да? Но, собственно, познать азы вот такого электротранспорта уже не терпится. Ну и, конечно, все под чутким присмотром опытного инструктора. Ну и я думаю, мой товарищ, который сегодня будет на одном поле со мной, меня пожалеет и сбивать меня с ног не будет. Да, и Но не будет задирать. задирать, да. Обо всех подробностях и эмоциях, конечно же, постараюсь вам рассказать в рамках нашего проекта «Испытано на себе». Поехали! Испытано на себе. Следующий сами, это налокотники. Тоже Это один. что, на коленнике? На Нет, голокотнике? да, это у нас наколенники. Гекс. То есть, смотрите, фиксируем сперва одной вставкой. Ага. Раз. Снизу второй вставкой. Два. А далее фиксируем. Вот здесь у нас есть щеколда. Раз. И вот эту штуку мы маленько должны подтянуть, чтобы под размер было. Не спадает? Нет. Чуп. Так, повторяем все то, что объяснил Павел. Там потуже. Так, сделали. Безопасность превыше всего. Ну и, конечно, не хотелось бы сейчас разбить себе голову, да. А вообще, ребята, которые приходят первый раз, да, вот я посмотрела, у вас тут сертификаты на 14 минут, там что-то на такое, знаете, на 8 минут, на 16 ну, минут. это- Почему такой выбор интересный? То есть не на полчаса, на час, а вот на совсем коротенький промежуток времени. То Потому есть это- что с непривычки ноги могут устать, либо желающих много, либо батарейка у нас может сесть. Так, вам большая, да, эта защита Да. получается? Ну ничего, я закреплю на минималку, да? Ну не сваливается же. Хорошо, так, давайте мне вашу левую, правую ручку давайте, наверное. Правую. С левой-то вы, наверное, сами справитесь. Так, и тут надо будет вам эти свободы свои пощупать, хорошо, и подтянуть. Свобода это у нас что? Свобода это у нас, когда двигается удобно. Пережимать сильно не должно. Нет, нормально, отлично. А как давно открылись вы в городе? Ну, сам прокат уже года полтора работает. А моноколесами мы решили заняться в ноябре месяце, когда закончился сезон. Мы подумали, что было бы неплохо на самом-то деле ребятам дать возможность ощутить вот это состояние полета. Ну, его не передашь вот так словами, каждый его ощущает по-своему. Это когда вот руки у тебя свободные, ты вот куда хочешь, туда едешь. Вот. Условно летишь. Павел, а как относятся к вам водители на дорогах? То есть для нашего города это же немножечко такая диковинка. И когда видят вас, полноправного члена дорожного движения, Ну, они на нас как бы все по-разному Да, да, да. воспринимают. Кто-то притесняет, как велосипедистов, да, не дает с правой стороны ехать. Кто-то пропускает, кто-то останавливается, так на камеру снимает. О, там типа молодцы, молодцы. Вот такие вот водители все разные, но мы по проезжей части не сильно ездим. У нас все моноколеса ниже 35 килограмм. То есть по ГОСТу и по правилам ГИБДД, да, что СИМ, средства индивидуальной мобильности, мы ездим по тротуару. Вот на тротуаре сложности иногда бывают, когда пешеходы идут, мы их, пропускают, да? да, мы их называем по-разному. Есть 3 богатыря, это когда идут трое вот так вот. И вот Вместе. по тротуару, По один тротуар ряд. 2 метра, да, идут. Вот. Есть еще у нас чебурашки, это люди, которые с наушниками, они вот, они Не ничего не слышат слышат вас, и да, ничего, сигналы да. ваши. И есть у нас еще потеряшки, это люди вот так вот идут. И когда ты перед ним останавливаешься, вот так вот. Такие люди, да. У вас тут своя терминология, да? Ну да, без этого никак, как бы. Наталья Так. Ивановна, шлем. Да, пройдемте, сейчас мы с вами. Все серьезно, товарищи.
Так, смотрите, педали у нас включаются вот так. У нас на одной стороне есть кнопка «Включили». Включили. Здесь у нас видно уровень заряда. Что надо сделать? А мы их опрокидываем. Хоп, все, они я встали. должна стоять на этом? Да, вы должны. Я сейчас возьму вторые педали. Ужас. Вы попробуйте за мной повторить. Да, лучше показать наглядно. А то я чувствую сейчас первый эксперимент. О, она ж едет. Да, я сейчас вам объясню, как это ездит вообще. Они тоже у нас как гироскутеры все. Да. Движение у нас начинается, смотрите, мы давим в эту сторону, едет вперед, в эту едет назад. А наша с вами задача поймать баланс, поставить одну ногу, поставить вторую ногу. Вот. И тут уже как бы вперед-назад. В этот момент я должна в центре держать ноги, да? Если Да, чуть-чуть желательно. вперед, то укачусь сразу. Да, чтобы вы понимали, да, надо аккуратненько встать. Сейчас попробуем просто встать, если получится. Если нет, пойдем заниматься, хорошо? Хорошо. Так, давайте руку. Подождите. Там раз. А если он сейчас уже поедет? Ну, пойдем заниматься. Раз. Вот он назад едет, почему? Чуть-чуть, контролировать надо, тут балансировать ногой. Подождите, ну он же все равно едет назад. Я рядом, Подождите, все а получится. если вдруг еду не туда, то что делать надо? Спрыгивать? Ну, как минимум аккуратно сойти. Ну-ка, вторую ногу ставим. Оп, стоим. Тихо, мамочки. Стоим. Стою. Подождите, Всё. двигаться я тоже не смогу, подождите. Вам главное, когда двигаться будете, не разъехаться, как вам дам. Ноги в разные стороны чувствую. Сейчас я... Смотрите, В общем, если вы стою. чуть-чуть нажмете носочки вперед, Да. поедет вперед. Не особо-то и хотелось бы нажимать. Что не сделаешь ради кадров в передаче. Вот, потихонечку я еду. Потихоньку, А ноги не соединять торопя. как? У меня уже разъезжаются. Нет, вы направляете носочком, то есть лево-право, право-лево. Ой, мамочки, уже все, в пот бросило меня. В общем, вот так, таким макаром мы едем. Выправляем ножки, потому что сейчас они сомкнутся, если... Подождите, вы смеетесь, вам, конечно, весело. Подождите, а вот вы жили себе, жили, зачем вам вдруг понадобилось моноколесо в жизни? Я не понимаю. Да что-то началось на самом-то деле все с этих педалей, купил племянникам. Вот такие педальки, Да, да? они не смогли ими овладеть, пришлось учиться самому, потратил ровно 15 минут времени. И Вот, научился, и да? научился. Подожди, а вот тормоза здесь не существует, да? Чтобы тормоз, вам надо маленько отклониться назад. Ага. Подождите, вы меня толкаете или это я еду? Ну, я думаю, что вы едете. Вам вот именно вот этот момент, что я еду сам. Ну-ка, а теперь без ручки попробуем. Ага, нет, спасибо, извините, нет, без Хорошо. ручки. Пока Хорошо, Подождите, хорошо. а если я слезу? Чтобы слазить, вам надо сперва одну ногу снять, потом вторую. Оп, аккуратно. Очень быстро все это сделала. Главное, чтобы не упасть. В общем, это лыжи, да, вы их называете? Это лыжи, да. Мы их называем педали ласково еще. Максимальная скорость какая у них? Они вас должны скинуть на 12 км в час. Не скинуть, а приподнять. То есть у них свобода на этом ограничивается. Быстрее 12 километров на них ехать невозможно. И вот в этот момент рядом со мной ездит вот мой товарищ рядом и показывает, а я-то вообще на них легко катаюсь, я-то 12 километров и сразу скинет. Не, он не скинет, он поднимет эти педали. Он покажет, что нельзя быстро ехать, надо притормозить. Ага. А гироскутеры наши, вот, которые были одно время очень популярны, у них сколько была скорость средняя? У них тоже около 11 километров должно быть. Они все разные, их можно перепрошивать, но это такое себе. Опасное одеяло, да? Да. А вот происходило часто, наверное, многие родители сталкивались с таким, что ребенок разгоняется, и гироскутер по какой-то причине его выкидывает. Прям с такой силой, что ребенок падает вот на асфальт. Это по какой причине? Это называется продав. То есть двигатель не успевает за массой ребенка. Ага. То есть он сильно давит вперед, падает, и он не успевает встать, и получается опрокидывание, он выключается. Вот смотрите, вот автоматика сработала, они упали. То, что стояли долго без действия. Вот то же самое там на максимальной скорости происходит. То есть ребенок едет на максимальной скорости, он не успевает, и он его просто отключает, Он его просто да? подключает, да, просто продавил, и он падает. Но при этом гироскутер может не отключиться. Они все зависят от цены на самом-то деле. Чем вы дороже берете условно девайс, тем больше у него степеней защиты.
То есть вы хотите сказать, что если я не освоила вот это самостоятельно, эти лыжи, то встать на моноколесо и у меня не получится Ну да, априори, там да? есть такой момент, что чтобы встать на моноколесо, там есть движение, оно начинается, у нас упражнение с педалей. Выглядит вот так вот, мы должны ходить вот так вот. Пояс на одной ноге. Это начало движения на моноколесе. Поэтому желательно это сделать и на левой, и на правой ноге, поэтому мы занимаемся. Вот попробуйте, вот получится у вас. Ага. А самое главное, падать-то как? Группироваться тоже учите, надеюсь? Ну да, само собой. Вот он назад едет. А я прямо должна держать или вперед? Прямо вперед. Вы должны на ногу переносить вес. Вы его не должны катить, как самокат Да, или вот у меня скейт. это происходит. Да, вы должны делать, как будто вы шагаете. То есть вы должны синхронизироваться со своим аватаром, да, так получается? Какие-то странные вещи вы говорите. Тут Нет. все и так очень сильно напряжено. Дорогие друзья, сразу хочу сказать, что если вам кажется, что я сейчас занимаюсь какой-то ерундой, это так легко, на самом деле нет. У меня полностью забилась вся нога. Что он хочет сделать? Он живет, моя нога живет своей жизнью в принципе. Вы понимаете, здесь настолько все чувствительно. Вот чуть-чуть ножку запрокинула вперед, у меня нога убежала туда. Чуть-чуть назад, назад, вперед, назад, вперед, назад. И все ноги забиваются. Это вам не шуточки, так сказать. Ну, интересная вещь, конечно, вот эта вот штука ваша. Она такая чувствительная, да? Ну, это да, там же у нас датчик стоит, то есть гироскоп условно, за счет него идет движение. То же самое, что в гироскутере, во всех вот этих электрических девайсах, ну, кроме роликовых коньков и скейта. Там у нас газ за счет пульта управления наручного. Еще больше заморочить решили нас. В общем, ну, в принципе, познать, что такое вот эти лыжи, я познала. Тяжело, сложно, сразу говорю, и страшно. Инстинкт самосохранения срабатывает в первую очередь. Конечно, я бы с удовольствием покаталась вот так, как этот молодой человек, но я думаю, это небезопасно. Только такой опытный райдер может так делать, да? А у нас вот, в принципе, пока только что смогла, то показала. Хорошо, ну попробуем моноколесо. Да, конечно, постойте, я его Пошлите. принесу. Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, вот оно, чудо-моноколесо. Хотелось бы отметить, что это транспортное средство не для занятия, да, Ну здесь, да, это у в нас- мегадрифте. Это уже личный транспорт непосредственно Павла. Личный автомобиль. Личный автомобиль. Давайте немножко расскажем. Максимальная скорость у вас какая? Здесь максимальная скорость 60, но я не езжу больше, чем 35 километров, потому что это ехать быстро, это не мое на самом-то деле. Насколько хватает заряда? Ну, вот если мы... Ну, если ездить выше 45, то там километров на 40 хода, а если ездить там, как я езжу, километров 15-20, то хватает на 80 километров там на весь Ну, то есть день. на работу, с работы в магазин. Да и просто покататься там, да, на дачу съездить. До огород дачи полить. доезжаете? Запросто. Запросто. Так, ну рассказывайте про то, как вообще эта система работает. Встали. Встали вот, ну и все, и поехали. Встали Все и очень поехали, просто. говорит. Вот так это выглядит. Можно не только встали, можно сели, поехали. Ну, это колесо, оно большое, тут можно ехать, потом встать, потом обратно сесть. Ой, мамочки. Практически мотоцикл такой, да? Ну да, такой одноколесный, интересный. Также мы там занимаемся всякого рода обвесом, там раз включили освещение там. Уже и фары, все есть, да? Все как Ну да, И фара. ручка есть, да, чтобы... И ручка, и бампер. Вот, попробуем. Ага. А тут же система такая же, чуть-чуть продавлю вперед, поеду вперед, чуть-чуть Да, назад, чуть-чуть назад А поедете. спрыгивать от стоп, тормоз. А я здесь рядом буду. Ага. Сшагивать надо. Так, Сперва подождите, куда ставите, как на коня ножку ставите. Вот. Да. Вот. А она тяжелая. Ну да, А 30. как держать? Это 30 почти мой килограмм. вес. Ага. Сделала себе комплимент, конечно. Подождите, Так, я... давайте мне руку на плечо. Подождите. Я Стоп. держу. Она Ага. отключена и включена уже? Оно Подождите, включено, ага. Подождите, мамочки.
Дальше Все, что? пробуем. Ну, давим вперед Куда? носочками. Носочки давим Меня вперед. вообще парализовало, кажется, ноги. Падаем вперед. Это я еду? Это вы, по-моему, едете. Ну, ясен пень, что, видимо, я еду. Подождите, и я поехала. Мамочки, 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 мамочки. Держу, держу, Если держу. что, я просто спрыгиваю, Павел, хоть куда, в разные Хорошо, стороны. хорошо, хорошо. Ё. Вот так вперед я еду. А вы представляете, самостоятельно, если поехать? Это же вообще страшное дело. Фу, останавливаемся как? Так, Все, остановились, то есть отклонились назад, встали, стоим. стоим. Вы представляете, это вообще что-то невероятное, конечно. Передвигаться по городу на этом, ну, это сумасшествие, наверное, своего рода. Но, опять же, если этим владеть хорошо, то почему бы нет? Это дело привычки. Ну, тут хотя бы ноги не разъезжаются, как на этих лыжах. Ощущение полета, оп-оп, есть. Полета есть, понимаете, во всей его красоте этот полет. Мамочки. Ой, ну вы знаете, все тело напряжено, все тело, руки дрожат, ноги дрожат, все. А корпус-то как напрягается, пресс прокачался как будто, да? То есть все тело приходится держать. Ну, так оно и есть, да, оно такое. Ой, ну райдер тут у нас вообще гоняет только в путь. Фух. Так, ну все, останавливаемся, товарищи. Так, держим. Сходим Куда? в любую сторону. Оп. Спуститься ерунда. Вот так, значит, да? Гоняете по городу, ловите полет, как вы Да, и говорите. ездим по оффроуду, то есть это колесо специально куплено для охоты, оно с подвеской, чтобы по пересеченной местности ездить. Ну, то есть можно спокойно в лес уехать. Да, спокойно. Почему бы нет? Интересный факт, дорогие друзья, еще раз хотелось бы отметить, что вот езде на моноколесе учат бесплатно. Ребят с 10 до 12 лет. Я думаю, в принципе, это такая очень интересная тема, которая развивает не только координацию, но и, в принципе, это физическая нагрузка на весь организм. Это в то же время это позитивных эмоций уйма. Вы представляете, вот человек уже часто гоняет, он отсюда уходит полностью счастливым, радостным ребенком. Здорово. А сколько раз в неделю ребята занимаются? Мы занимаемся с понедельника по четверг со всеми, в пятницу мы занимаемся только с продвинутыми, и в субботу, воскресенье мы время от времени сдаем экзамены и потом катаемся уже там по 3 часа. А есть с разница, продвинутыми. девочки или мальчики? Разницы нету никакой. У нас есть девочка Маша, которая очень любит ПДД, но очень не хочет на моноколесо. Пора, да? 10:50 уже, да? Ладненько, давай. Пока. Вот. То есть девчонки тоже катаются? Да, девочки катаются. Здорово. Так, ну и следующий вид транспорта это у нас... Это у нас самый простой. Это мы одели шлем и поехали, пойдемте на карт. На карт? Ой, ну картинг сейчас очень популярен везде, да? Ну так странно, почему у нас в Якутске только-только он появляется, да? Так, тогда как, не знаю... Испытано на себе. Наверное, многих заинтересовал вопрос, а сколько же стоят подобные виды транспорта. Ну вот посмотрите, моноколесо Павла стоит порядка 200 тысяч рублей. Плюс-минус, конечно, мы сейчас не скажем. Вот такие лыжи стоят порядка 60 тысяч рублей, на которых вот я попыталась проехать сегодня. Да? Моноколесо подобного типа, да, на котором катался сегодня наш маленький райдер, 70 с лишним. Ну и вот есть дешевые варианты 20 с лишним тысяч, да, и 25. То есть на любой вкус и цвет. Но, конечно, для тех, кто, возможно, захочет приобрести подобный вид транспорта, необходима, конечно, консультация специалиста, потому что вот просто так, ориентируясь на цену, приобретать подобные вещи лучше не надо. Испытано на себе. Это у нас получается, смотрите, карт. Так, подожди, рассказывать. Вот тут светло, давай здесь расскажем. Сюда. Это у нас карт дрифтовой. Вот этот у нас рычаг, он отвечает за дрифт. То есть, когда вы его поднимаете, это крутит. Это у нас педаль газа. Ага. Тормоза здесь как такового нету. То есть, отпустили педаль газа, он сам тормозится за счет этого. Ну, реверсивное торможение, есть такой термин. Ага. А руль едет вот по стрелке вперед-назад так. Включаем вот так. Здесь что может пойти не так? Да здесь все нормально тут.
Едешь, максимальная Едешь скорость? до 20 километров. Ага. Вес, вы сказали, 100 с лишним. 120 килограмм То есть точно меня вывезет. берет. Села Да. и поехала. Села и поехала. А вот этот дрифт, это, наверное, надо чуть попозже, да, изучить? Дрифт это вы когда там уже на поворотиках, сейчас пока Так, приходят у вас тут детишки взрослые, сели, поехали, да? что. Мгм, сели, Тут поехали. особой Да. подготовки не надо. Знаний особо нет. Сколько минут катаются обычно? Ну, минут 8, потом может батарейка сесть, мы потом его ставим на зарядку и даем другой. Ну Поэтому у все, нас картинг, в принципе, это просто просто нажал. эмоции, счастье, радость и веселье. Драйв. Все, мы поехали. Главное, оператора бы не сбить сейчас. Стрелочку познаем. Ну все, это же хорошо. Ой, мамочки, я ощущаю себя замечательным, таким хорошим ребенком. Еду. Сейчас скорости прибавлю, только бы войти в поворот. Что говоришь? Котята тяжелые. Да. 30 Кажется с лишним только, что это... килограмм. Ой, Я выключу, топ так поставлю. Попробуйте вот сюда в тоннель. Вот сюда Все любят войти? в тоннель, да. Вова, встречай меня в этой коробке. Ну, я думаю, про картинг говорить можно много, но в целом, конечно, в первую очередь это развлечение для ребят, для взрослых, почувствовать эту скорость, почувствовать себя уже практически полноценным таким, знаете, взрослым водителем, когда ты регулируешь скорость, когда ты регулируешь все маневры. Ну и, конечно, когда ты рядом тут с ребятами, вы толкаетесь, бортуетесь, хотя, наверное, этого нельзя делать, да? Ну, все равно так случается. Дети есть дети, ребята есть ребята. И вот они в основном берут именно вот для того, чтобы поездить, погоняться и друг другу побортоваться. Ну, борта у нас защищены, это в принципе не Допустимо, да? критично, да. Допустимо. Ну что, дорогие друзья, вот такой вот интересный выпуск был сегодня. Действительно, в Мегадрифте сегодня можно попробовать различные виды электротранспорта, как для взрослых, так и для детей. Ну, в первую очередь, конечно, адреналин – это что-то новое, ну и такой определенный вид досуга. Поэтому приходите, попробуйте. Ну а мы сегодня попытались испытать все на себе и рассказать вам подробнее об этом. До новых встреч! В прокате электротранспорта «Мегадрифт» также оказывают услуги по ремонту различной техники. Начиная от сотового телефона, заканчивая, конечно же, электросамокатами, моноколесами и так далее. Также здесь вам могут помочь в выборе, потому что действительно зачастую это достаточно сложный выбор. Когда ты выбираешь некий вид транспорта для себя или своего ребенка, конечно, нужен такой совет эксперта. Поэтому смело обращайтесь сюда, вам в этом помогут.